Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вторника, 22 февраля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Поручения главы выполнены. Айсен Николаев посетил республиканскую офтальмологическую больницу. Как изменилось медучреждение после ремонта? Здесь живут первостроители. Поселок Биркакит Нерюнгринского района отмечает свой 45-й день рождения. Молоко, хлеб и даже мясные полуфабрикаты. Теперь линчане могут собрать продуктовую корзину из товаров местного производства. Проверка знаний и умений самых маленьких алданцев. В районе завершились 4-е педагогические чтения. И 22.02.2022. Магия цифр или просто красивая дата. Во Дворце бракосочетания Якутска множество пар заключили союз именно сегодня. Сборку реактора для атомного ледокола «Якутия» начали в Росатоме. Сообщается, что начаты работы по приварке 4 гидрокамер и корпусу реактора. Вес одной камеры составляет 4,5 тонны. Ранее сообщалось, что спуск атомного ледокола «Якутия» на воду запланирован на ноябрь текущего года. Строительство судна идет в плановом режиме на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Тем временем в Якутии продолжается акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». Председатель Госком ОБЖ населения Дмитрий Лепчиков установил автономный дымовой пожарный извещатель в многодетной семье Артемьевых. Это устройство предназначено для своевременной подачи сигнала тревоги в случае возгорания. Установка таких устройств – один из способов профилактики пожаров. Громкость устройства достигает 85 дБ. Этого достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей. Данную акцию мы начали в 2021 году, и в этом году мы приняли решение это продолжить данную акцию. И, пользуясь случаем, я передаю данную эстафету министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Емельянову Вячеславу Павловичу, главе администрации муниципального района Булунский Улус район Андросову Афанасию Афанасьевичу и руководителю нашей государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Босикову Руслану Захаровичу. Более 180 домов в столичном микрорайоне Марха бесплатно подключат к газу в рамках президентской льготной программы. До конца года соцгазификация охватит более 2000 домовладений Якутии. В прошлом году по этой программе удалось подключить к газу около 300 домов. Подать заявку на бесплатное подведение газа до границ земельного участка можно на сайте регионального оператора компании «Сахатранснефтегаз» через портал госуслуги и в центре «Мои документы». Бесплатное подключение доступно тем, чьи дома находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Переходим к теме медицины. Сегодня Айсен Николаев посетил республиканскую офтальмологическую больницу. Ему показали обновленный стационар, совершенно новую кислородную станцию. Кроме того, в помещениях провели ремонт. Учреждение даже в период пандемии работало в полную силу, ни на день не прекращая прием пациентов. Мадина Халикова подробнее. Посещение якутской офтальмологии глава республики Айсен Николаев начинает с обхода стационарных пациентов. Руководителю региона важно знать, как сами люди оценивают уровень лечения в больнице, все ли в порядке и насколько персонал внимателен. Эмоции говорят сами за себя. Только первый раз в таком, отремонтированном, устроенном, так хорошо. Мне очень нравится. Следом осмотр помещений, ведь в учреждении провели ремонт, установили новейшую кислородную станцию. Какой раньше здесь и не бывало. Разработали четкую маршрутизацию пациентов, как плановых, так и неотложных, что в период пандемии особенно важно, ведь больница не прекращала работу ни на день. Кроме того, лечение и операции здесь проводят на современном оборудовании, и качество предоставляемых услуг позволяет республиканской офтальмологии занимать ведущие позиции на Дальнем Востоке. На сегодняшний день, конечно, мы видим уже совершенно другую офтальмологическую больницу.
больницу, мы видим практически апгрейд этой больницы. Когда проходим по стационару, по операционным, мы видим, насколько это уже современная клиника, которая отвечает всем потребностям нашего времени. И хочется сказать, что, наверное, на Дальнем Востоке это одна из лучших клиник. К слову, благодаря высококвалифицированному персоналу Якутская офтальмологическая больница наращивает экспорт медицинских услуг. Впервые в истории здравоохранения профильная служба стала предоставлять помощь жителям соседних регионов. В начале февраля учреждение подписало соглашение с Магаданской областью. С учетом того, что мы единственная больница вошла в территориальную программу государственных гарантий Магаданской области, а это значит, что жители Магаданской области будут получать у нас здесь бесплатно медицинскую помощь по профилю офтальмология в рамках тех объемов, которые были выделены непосредственно Министерством здравоохранения Магаданской области. Соответствующие соглашения подписаны. Больница планирует и дальше расширять предоставление медпомощи жителям других регионов. Вскоре вполне возможно сотрудничество с Амурской областью и Чукоткой. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Между тем, новых больных коронавирусом в Якутии становится меньше. Еще 901 человек заразился ковидом в регионе за минувшие сутки. Из них 220 в Якутске, сообщает оперштаб. По 109 заболевших в Верхневилюйском и Нерюнгринском районах, в Мегино-Конгаласском 72 случая, в Эмиконском 56. Еще в 19 районах зафиксировали от 44 до 1 заболевшего. В связи со снижением уровней заболеваемости амбулаторный центр на базе ДЮСШ Мирного прекращает работу. В Мирнинской центральной больнице отметили, что за прошедшую неделю количество обратившихся в центр значительно сократилось. Напомним, его открыли 2 февраля решением оперштаба Мирнинского района для пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций. За время работы за помощью обратились более 1600 пациентов. Максимальное количество зафиксировали 7 февраля – 182 человека. В период подъема заболеваемости центр снизил нагрузку на поликлинику, помог избежать очередей в больничных коридорах. Эти обращения бы упали на скорую медицинскую помощь, на взрослую поликлинику, на наши ОРВИ-кабинеты. И люди бы ждали своей очереди до прихода врача, до глубокой ночи, а иногда, может быть, пришлось бы нам работать круглосуточно. Но благодаря работе, слаженной работе, и они работали с 8 утра до 8 вечера, это центр амбулаторной помощи, поэтому нам удалось сбалансированно отработать, планово отработать, и чтобы люди не ждали до ночи. К другим темам. День защитника Отечества включает в себя качества и ценности, которые объединяют наше государство. Об этом на открытии военно-патриотического фестиваля «Армейский городок» заявил глава республики Айсен Николаев. Мероприятие стартовало сегодня в микрорайоне Марха на базе Якутской кадетской школы-интерната. Вниманию посетителей представлены техника, оборудование и спецсредства, состоящие на вооружении силовых и ведомственных структур республики. Данный фестиваль проводят впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным. Безусловно, те ценности, которые объединяются в этом празднике, готовность защитить свое Отечество, защитить мир на планете, прийти на помощь людям. Это те традиции, которые объединяют на самом деле все наше государство. И именно исходя из этих ценностей, вчера наш президент Владимир Владимирович Путин подписал исторический документ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Я считаю, что это очень правильное, очень важное значение, потому что защита Отечества на наших границах, обеспечение мира на наших границах – это священный долг. Водители Якутска сегодня массово останавливали на дорогах, и повод для этого поистине позитивный. Праздничный патруль из представительниц прекрасной половины сотрудников ГИБДД вместо проверки поздравлял изумленных автомобилистов с наступающим Днем защитника Отечества. В разных районах города работники госавтоинспекции останавливали машины, вручали подарки и открытки и, конечно же, напоминали о правилах дорожного движения. Мероприятие стало уже традиционным, но при этом каждый год собирает приятные отзывы и поднимает настроение водителя. В рамках данной акции сотрудницы госавтоинспекции поздравляют мужчин-автомобилистов, вручают им поздравительные открытки,
полезные подарки и, конечно же, пожелают удачи всем на дорогах, а также напоминают правила дорожного движения. Потому что все-таки больше, конечно же, мужчины ближе к транспортным средствам, к его техобслуживанию, к его управлению. И мы напомнили, что лучший защитник – это, конечно же, законопослушный и ответственный водитель. В регионе продолжается зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов. На сегодняшний день инспекторы и экологи отработали 800 маршрутов. Из них половина в общедоступных охотничьих угодьях. В общей сложности до 10 марта должны охватить более 5000 маршрутов. По словам инспекторов, учет проводят в течение 2 дней, где учитывают только свежие следы. Далее заполняют карточку, после чего все карточки передают в департамент охотничьего хозяйства. И на их основании устанавливается численность диких животных, определяют квоты и лимит добычи в следующий охотничий сезон. Вместе с тем, с этого года метод учета изменился. Теперь на территории региона мониторинг животных можно проводить с воздуха, то есть летающими аппаратами или самолетами. Вступили в силу новые методики учетов. Это у нас зимний маршрутный учет, авиаучет, есть учет методом прогона и на местах искусственной концентрации. Вот эти вот 4 методики. Ну, в нашем регионе используются 2 методики. Это зимний маршрутный учет и авиаучет. Учет проводится в 2 дня. Первый день учетчик идет по лесу, затирает старые следы. Потом через сутки, через 24 часа приходит и учитывает новые следы. То есть следы, которые пересекли за вот этот вот промежуток времени, за 24 часа. 22 февраля свой 45-й день рождения отмечает поселок Биркакит Нерюнгринского района. Указом Президиума Верховного Совета Якутской ССР в 1977 году Биркакиту был присвоен статус рабочего поселка. Чем и как сегодня живет поселок первостроителей, узнавала Тамара Игнатьева. Владимир Николаевич с 7:30 утра уже на работе. Закончит он трудиться в 9 вечера. Добрынин – человек советской закалки. Несмотря на свой немолодой возраст, 69 лет, энергичен и выглядит бодро. Избран главой поселка на 2-й срок. Работает на этом посту вот уже 10-й год. Единственный поселок в России, который в 2019 году выполнил программу по переселению своих жителей. Мы переселили своих жителей в дома каменной застройки. И на сегодняшний день у нас ни одна семья не проживает в домах деревянной застройки. А это все-таки мы снесли 73 деревянных дома. И действительно, за последнее время в поселке проделана очень большая работа. Отремонтированы дороги, практически все дворы имеют парковочные места для автомобилей, установлены новые лифты. Здесь тихо, спокойно, вежливый народ, люди приветствуют, как говорится. Ну так все очень хорошо. Мне очень нравится свой поселок, потому что он маленький, уютный, и можно найти своих друзей и много очень площадок. Родители наши приезжие, создали здесь нашу семью. Мы здесь родились, и мы продолжаем свой рост здесь, в Биркаките. Но есть, конечно же, и болевые точки, которые предстоит решить. Это строительство линии электропередач, так как на сегодня поселок запитан только от одной линии. А самой острой проблемой биркакитцев является истощение очистных сооружений, которые имеют небольшую мощность. Рассчитано на 4000 кубов. На сегодняшний день они работают где-то в пределах 750-800 кубов. При нашей численности населения 3521 человек. И мы вышли на главу республики, тоже письмо подготовили о том, чтобы, значит, и председатель правительства приезжал к нам, мы с ним обговаривали, чтобы наше очистное сооружение, не надо, нам сегодня не нужны такие. Нам нужно где-то в пределах 750-800 кубов. Строить поселок и железную дорогу ехали комсомольские бригады из Белоруссии, Украины, Москвы, Кузбасса и Якутии. Сегодня в Биркаките проживает более 200 первостроителей. За 45 лет они внесли огромный вклад в развитие поселка. И сейчас среди бывших комсомольцев есть неутомимые бойцы, которые активно участвуют в жизни поселка. Я с этой администрацией 8 лет работаю, и взаимодействие отлично. Нет таких вопросов, которые не разрешаются администрацией. Единственное, что у них нет возможности, это с собаками, потому что в его компетенцию это не входит. Он не может это решить.
Мы составляли это письмо, писали Владимиру Владимировичу Путину. Все мероприятия к празднованиям прошли в дистанционном формате. Поселок в соцсетях поздравили как официальные лица, так и сами беркакитцы. Пусть в их домах всегда горит свет, царят тепло и уют, а сам поселок живет еще много-много лет. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Сейчас грустная новость. Прощание Сергея Мацегейда состоится 25 февраля в 12:30 в Русском театре. Много лет Сергей был заведующим музыкальной частью Русского театра имени Пушкина, был занят во многих спектаклях как актер и музыкант. Благодаря ему театр звучал, пел и дарил потрясающие музыкальные спектакли. Жизнь Сергея Мацегейда оборвалась трагически. Прощание состоится 25 февраля в 12:30 в Русском театре имени Александра Пушкина. Гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Аэропорт, стою у трапа самолета. Аэропорт, по мне скучает высота. Идем далее. Теперь ленчане без проблем могут собрать продуктовую корзину из товаров местного производства – молока, масла, хлеба и даже местных полуфабрикатов. Цена выше привозной, но потребители оценили качество продуктов. Например, производство пельменей пришлось увеличить с 50 до 100 килограммов в день. Почему покупатели не экономят и предпочитают местную продукцию, узнавала наш корреспондент. Буквально несколько дней назад в этом цеху началось производство мясных полуфабрикатов. Например, из килограмма фарша можно сделать 10 бифштексов. Современное оборудование позволяет производить качественную мясную продукцию. Цех переработки местной продукции в Ленске был запущен недавно, но о нем уже наслышаны. Хлеб и различная выпечка – это первая продукция цеха, которая поступила на прилавки магазинов. Затем запустили производство вкусных пельменей. Начинали мы с пельменей, теперь мы уже перешли на полуфабрикаты. Антрикоты, скалопы делаем чистые кусковые, делаем бифштексы, шницеля, биточки, котлеты. Все это полуфабрикаты отдаем в магазин. На прошлой неделе мы отдали на пробу по 5 килограмм, но нас порадовало, все разобрали. Специальное оборудование позволяет за считанные минуты отбить мясо. 10 килограммов буквально за полчаса превращается в антрикоты или эскалопы. Из приправ только соль и перец. В производство идет исключительно качественная свежая вырезка. В текущий момент продукция пользуется очень большим спросом. Пока умудряемся его удовлетворять. Посмотрим, как дальше пойдет. В дальнейшем планируем расширение нашего ассортимента. Также наладим производство вареников с различными начинками. А к лету планируют изготавливать шашлыки. Продукция местного производства всегда пользовалась популярностью у ленчан. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Молодых специалистов республики приглашают принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Арктика». Сделано в России. Участники получат возможность побороться за грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на конкурсе молодежных проектов. В нем могут принять участие граждане России от 14 до 35 лет включительно, как официальные участники форума. Команды, представившие эффективные решения, получат путевку на Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Тем временем более 20 школ Якутии участвуют в российско-китайском образовательном проекте. Учащиеся из 24 школ и 3 колледжей начали обучение на дистанционных курсах китайского языка, организованных Ассоциацией довузовских образовательных учреждений России и Китая. Проект позволяет зачисленным на курс ребятам бесплатно изучать китайский язык с педагогами-носителями языка в течение года. Курсы охватят около 300 учащихся из 40 школ и 10 регионов России. В Алдане завершились 4-е педагогические чтения имени учителя математики Валерия Калмыкова среди дошкольных учреждений. Дни памяти педагога, отдавшего детям полвека, включили множество разноплановых мероприятий, которые прошли в дистанционном и онлайн-режимах. В неповторимый и увлекательный мир детства погрузилась Татьяна Вахнина.
Аэропорты, причудливые архитектуры дома, живописные парки и развивающие центры. В будущем родной городок станет великолепным. Из конструкторов Лего дошколята возвели город будущего. Таким было домашнее задание педагогических чтений памяти Валерия Калмыкова. С заданием дети справились отлично. А вечером мы всей семьей в большой зеленый парк идем кормить животных в зоопарке и у пруда смотреть на рыб. Дни памяти учителя Валерия Ивановича Калмыкова в Алдане проходят 2 раза в год. В 2022-м чтение включили 2 этапа. Конкурс «Домашнее задание» проводился дистанционно, а квест-игра, превратившаяся в увлекательное путешествие по родному краю, прошла в режиме онлайн. Игра под названием «Якутия моя. Просторный край России» была приурочена к подготовке празднования столетия якутской автономии. Земли частица, и мысли думают о тебе, и не смогли мы раздружиться, навеки ты в моей судьбе. Знаниями и находчивостью в педагогических чтениях среди дошкольных учреждений померились порядка 20 коллективов. Лидеры определились в различных номинациях. Места почетного пьедестала разделили между собой 5 детских садов, а гран-при завоевал Алданский крепыш. На днях будут подведены итоги чтений среди педагогов школ. Накануне оперштаб Якутии принял решение о послаблении ограничительных мер в регионе в связи со спадом заболеваемости ковида. Так, были открыты для посещения театры, музеи и другие учреждения культуры. В свою очередь, во время ограничений свою работу продолжал ледовый парк Якутска «Северное сияние», который открыл свои двери для посетителей еще в январе. Традиционно гостей парка ожидают квадроциклы, различные мотоснегоходы, ну и, конечно же, горки. Стоит отметить, что в марте этого года «Северное сияние» отмечает десятилетие. В этом году мы уделили особое внимание нашим горкам. Они стали еще выше, еще дольше и еще шире. Также мы сейчас на стадии строительства, у нас уникальная цилиндрическая туннельная горка. Она будет готова на следующей неделе и приглашаю, конечно же, опробовать их первым. И также будут еще несколько аттракционов, которые ждут своего часа, когда немножко потеплеет и можно будет их уже поставить. Это будут карусели, это будет дополнительная техника. 22.02.2022. Зеркальная дата в этом году вызвала серьезный ажиотаж в ЗАГСах республики. Зарегистрировать свой брак в уникальную дату решили 152 пары. В органах ЗАГСа столицы сегодня даже увеличили численность специалистов для того, чтобы была возможность обслужить всех желающих. Марфирина Алексеева продолжит. Мода на уникальные даты в Якутию вошла 7 июля 2007 года. Но рекорд по регистрации браков за один день был в 2008 году. Тогда только в столице брак заключили более 140 пар. Самый такой был всплеск 8 августа 2008 года. Это было рекордное количество там регистрации по городу Якутску. Да. Мы открыли 4 площадки по городу Якутску в 2008 году. Помимо сегодняшней уникальной даты, одна из пар получила 222-й порядковый номер свидетельствия о браке. По случайной, счастливой такой получилось, что порядковый номер ваш 222. Сами молодожены даты выбрали, основываясь на зеркальность, о значении чисел не задумывались. Зеркальная красивая дата, поэтому не всегда такая дата. Да, как бы на память останется просто. Легче вспоминать, наверное. По мнению астрологов, уникальна дата тем, что если сложить все числа в дате, получится число 12. С древних времен считалось, что данное число правит мировым порядком. Число 12 встречается в мифологии и религиях. Например, 12 апостолов Христа, знаков зодиака или 12 богов греческого пантеона и даже 12 часов в циферблате. Астрологи прогнозируют, что сегодня мощный энергетический день. Считается, что брак, скрепленный сегодня, будет удачным и крепким. Мы же раньше всегда верили в счастливый билет на автобусе. Да? Вот эти даже счастливые билеты мы где-то клеили, сохраняли, даже что-то с ними делали. Да? И поэтому как-то вера людей в какие-то цифры, нумерологию, то есть это опять же связано с чем-то таким недосягаемым нашему знанию. И, естественно, вот это все связано с верой, с надеждой на лучшее. Ну и вот если молодожены пришли к нам с таким настроением хорошим, так и будет. Сами молодожены при выборе даты в большинстве случаев ориентировались в основном на красивое сочетание цифр. Потому что дата красивая, поэтому выбрали заранее.
планировали. Это специально? Да, почти за год, да? Хотели именно эту дату, поэтому. Мы выбирали дату, в календаре смотрели и увидели очень красивую зеркальную дату. Подумали, что это очень хороший символ бесконечности. Выбрали эту дату, поэтому. Во-первых, дата запоминаемая, и красивая. Ну, мы именно как раз после Нового года начали готовиться, и вот именно я хотела красивую дату. Ему предложила и сразу согласился. Счастье брака зависит от самих людей, их взаимоуважения и вложенного труда в отношения. А верить приметам или нет – это выбор каждого. В любом случае, красивая дата – это приятный бонус и предлог сделать этот особенный день еще более эксклюзивным и загадочным. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.